Акшам шерифлеріңіз хайырлы болсын, сайғылы телесерджилер. Доброго вам вечера, дорогие телезрители. В эфире цикловая программа «Учфильджан Хаве». 3 чашечки кофе, в которой мы планомерно рассказываем о значимых людях нашего полуострова, нашего города, о значимых событиях и пытаемся освещать жизнь, культурную жизнь, научную жизнь наших людей. И вот сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, директор научно-исследовательского института крымско-татарской филологии, истории и культуры, этносов Крыма. Угу. Я правильно назвал, да? Абсолютно. Вот, профессор. Угу. Исмаил Керимов. Самого главного не сказал. Да, и могу добавить, это мой давнишний друг, с которым мы уже дружим много-много-много лет. Поэтому наша беседа будет идти на «ты». Угу. Вот так. А тема у нас будет сегодня очень интересная такая тема. Мы, в общем-то, знакомы, те, кто, конечно, хочет и интересуется, с крымско-татарской поэзией, литературой, как говорится, изящной литературой. Знаем много имен, но, к сожалению, вот со стыдом можно сказать, что забыли одно очень значимое имя и значимую личность в нашей культуре. Это Шевки Бекторе, который многие годы, в начале 20 века, жил здесь, работал, сидел в тюрьмах. Вот. И покоится он, по-моему, если я имею точные данные, в Турции. В Стамбуле? В Стамбуле, да. Это был прекрасный поэт, прекрасный человек, прекрасный знаток татарского языка. Он был учитель сам по профессии. Но я думаю, что вот, Исмаил, лучше это сделаешь ты. Ты же все-таки... Он знал крымско-татарский язык, потому что он был крымским татарином, родившимся в Румынии в 1888 году. Потом учился в Турции и так далее. И вот его потянуло на свою родину. Первый раз прибыл в 1912 году, учительствовал. Потом опять уехал в Турцию во время событий Первой мировой войны. И потом уже приехал в конце 17-го, начале 18-го года. Женился в 18-м году здесь. И работал в школе в селе Круозен. Мен русчасын шындайтамайм. Круозен. Мектебінде. Высохшая речка. Но это если перевести. Это село сегодня же есть, это село. И что интересно, он же был в компании как бы по призыву парламента крымско-татарского 17-го года, когда много молодежи крымско-татарской, которые проживали в Прибалтике, в Румынии, в Турции, в других местах, они потянулись в Крым, потому что парламент нуждался в грамотных секретарях, делопроизводителях, так сказать. И вот они, 30 с лишним человек, прибыли в Крым, учительствовали многие. Я вот называю, есть один из них Шевки Бекторе, там Мемет Ниязи, потом Байрашевские, вот с Латвии оба, Кричинский Арслан и так далее. Это люди, которые прибыли по призыву нашего парламента национального и работали достойно. На секундочку прерву. Да. Передача называется «Учфильджан Хаве». Надо же... надо дать. Да. Чуть-чуть. О, ну-ка. Итак, попробую, да. И вот они стали работать. Арслан Кричинский работал при Сулеймане Сулькевиче. Очень проникновенный ученый, талантливый ученый. Он, используя эту должность секретаря главы Крыма, Сулькевич был во главе Крыма в то время, написал интереснейшую книгу. Потом ее успел издать в 20-м году в Баку. По крымско-татарской эмиграции 19 века, в начале 20 века. Много документов с архива он в то время, видимо, имел самый широкий доступ, потому что до этого в такие, так сказать, места крымские татары не могли попасть.
потому что это были серьезные документы, распоряжения разные и так далее. И он использовал эти документы и издал двухтомник. Я по ходу скажу, как этот двухтомник называется. Он у нас в библиотеке сейчас есть. И самое интересное, после этих событий, 17, 18, 20 годов, часть этих людей осталась работать дальше, в том числе Байрашевские. Один работал в наркомпросе, второй медик, доктор наук, профессор стал. И Шефри Бектуре учительствовал. Интересно, вот что его пригласили сразу на работу, после того, как он учительствовал в школе. Там интересный момент, сейчас я расскажу. И его взяли на работу в 23 году, Тотайкойский педагогический техникум. Он был заместитель директора, 1 год работал в этой должности. Интереснейшая личность, вот я, читая его биографию, некоторые такие тонкие места, его характер, где проявляется. Он начал писать стихи, конечно, гораздо раньше, но ему понравилось свое творчество, и он его как бы начал распространять в 18 году, в Круозене. Все, кто читал эти стихи, все поражались. Это же талантливый человек, талантливые стихи, поражались, все его хвалили, аплодировали, молодец. И он возбудился на этом деле и стал даже выпускать рукописный журнал. Назывался он, в этом Круозене есть водопад, который называется Шаршур. И этот журнал он назвал Шаршур, издал 10 номеров рукописных. И эти журналы он распространял, вот они с супругой переписывали, как он пишет, каждую ночь. Экземпляры как бы умножали, а потом раздавали. И в конце концов он пришел к тому, что нужно ему издать первый сборник стихов. Вот в чем вот этот человек оригинален. Уже авторский сборник. Авторский сборник. 20-й год. Разруха. Разбомблено кругом. Уже наступает голод. Нехватка всего. А он возбужден изданием книги. И вот в одно прекрасное утро раннее садится на арбу, из Круозени приезжает в Симферополь. Заходит в редакцию газеты «Миллет», которая уже не существует, в здание. Там тоже все развалено. Зато существует телеканал «Миллет». Сейчас. Да. Там тоже все развалено, все там выбито, окна, все это типографские инструменты, типографские. Не то, что разбиты. Он с горечью выходит, ходит по базару и встречает знакомого, который работал корректором в издательстве «Миллет». И умоляет его попробовать восстановить типографию, печатный станок, и издать его книгу. Естественно, они там как-то договариваются. Срочным образом, да? Не то, что срочно. Ну вот они идут вдвоем. Он же домой не возвращается. Говорит, мы начали с уборки территории, потом начали по буковке все собирать, аппарат восстанавливать. И, говорит, через несколько дней восстановили. И я выпустил свой первый сборник, купили там бумагу, и он этот сборник назвал «Эргенекон». Это очень интересно в том смысле, что Эргенекон – это та самая гора, которая спасла тюркский мир от уничтожения. То есть есть в мифологии такой миф, когда тюркский этнос как бы спасся за горой Эргенекон. И вот он назвал Эргенекон как спасение, возрождение. И вот с этого сборника началась его творческая жизнь. Да, серьезная творческая жизнь. Огромное количество стихов публиковал, потом вдался в науку, опубликовал в 23 году научную грамматику крымско-татарского языка, потом начал публиковать учебники и так далее. То есть колоссальную работу проделал. Но у него был паспорт не гражданина СССР, а турецкого подданного. И как бы, хотя он не попал под репрессии 28-го года,
много у нас интеллигенции попало в 28 году, его как бы повязали в 32 году. Его не было в Крыму, это он был в Туркмении, работал там тоже в педагогическом техникуме и так далее. Наверное, сказали: ох, извините, мы как-то про вас забыли. Забыли, да. Если бы он был здесь, точно бы вместе с Одабаш, там, с другими, вот это, когда была кампания против Или Ибраимова, естественно, и в это время бы его и взяли. Но в 1932-м. Теперь его стали обвинять в чем-то, он, естественно, ничего не признавал. Ну, что он мог признать? Его обвиняли в национализме. Пантюркизме, наверное. Да, пантюркизме, и так, как это было модно. Хотя у Мерипчи, помнишь, обвиняли в том, что он японский, шпион японского и немецкого империализма. Вот примерно так. Шефри Бек-Туре, даже есть такое, вот в его воспоминаниях, он написал письмо в Москву для того, чтобы у него забрали гражданство турецкое. Если вы меня в чем-то обвиняете, вот вам я даю паспорт, дайте мне нормальный, так сказать, советский паспорт, и я с ним буду жить. Нет, отказали ему. Отказали, и он был с турецким паспортом. Но посадили. В 1932 году его посадили на 10 лет. Доза большая, по-моему. Да, это не смертельный приговор. Да, это в отличие от кого-то уже сколько это было. довольно даже радостно. Да, это радостное событие, что его не расстреляли. У него в Крыму осталась жена Хамиде Крузенская, где он женился в 18 году. 3 детей. Вот они воспользовались моментом, что в то время, это в документах есть, мне сейчас трудно вспомнить, когда неграждане СССР могли покинуть СССР. Да, было такое, я помню, да. И вот они по документам, я помню, да, воспользовались этой ситуацией и уехали в Турцию. И вот вы можете себе представить, человек сидит очень долго в тюрьме, наконец выходит. Но это только начало, оказывается, 10 лет. Он сам пишет, это невероятно для меня, но 25 лет я точно от звонка до звонка просидел, то есть он в 56-м же. И вот я сейчас хочу вспомнить вашего отца, собственно, лично Ахмед Мемиша, с которым я общался, спокойным, и он мне подробно интересные вещи рассказывал, когда Шефри Бек-Туре был в Янгиюле. Это был 47-48 годы. И он там на базаре торговал канцелярскими товарами, так называемыми. Сегодня это какие-то сломанные карандаши, никто за товары не будет считать, но в то время это был товар. И что интересно, вот в Крыму был личность такая, Банкуров. Он был парикмахером. Вот и у него дочь сегодня жива-здорова, работает у нас, имени Банкурова. Все его любили. Очень был общительный, добрый такой вот неординарный человек. Его любили. Интеллигент, да. Интеллигент, да. Ну, парикмахер. Да. И вот он сдружился с Шефри Бек-Туре, запросто как бы. И они постоянно встречались. И вот Ахмед ага, ваш покойный отец, эти беседы оставил у себя в душе и в памяти. И вот через многие годы, когда он мне рассказывал, и я записывал о Шефри Бек-Туре от вашего отца, а потом я еще переспрашивал некоторые вещи у других людей, которые тоже вспоминали. Что интересно, Решит, вот там получается, я опубликовал статью в 1988 году о Шефри Бек-Туре в газете «Ленин Байрага». Очень сильно сомневался, что по воспоминаниям я могу хорошую биографию составить, потому что научная биография обычно на материалы какие-то основывается, на архивные материалы в том числе. К сожалению, такого основания не было, но были воспоминания. И вот после публикации этой статьи, уже после переезда в Крым в 93-м, и уже еще через несколько лет я нахожу книгу «Волга течет красным», если перевести по-русски. «Волга Кызыл Акаркен». Воспоминания Шефри Бек-Туре. И вот по этой книге я проверил составленную мной биографию и не нашел ни одной неточности. То есть ваш покойный отец, Шамиль Один, там Гани Тейфух, другие, кто знал Шефри Бек-Туре, вспоминали,
Не обманули. Не то, что не обманули, а хорошо сохранили в памяти эти вещи, которые вот о книгах его, о работе в Тотайкойском техникуме. То есть там получилось, что именно то, что он вспоминает, это все соответствует в точности то, что ваш покойный отец вспоминал в том числе. Кофе не забываем. Еще один такой момент. Ну-ка. Мы бы хотели, я думаю, телезрители тоже, поэтому я говорю мы. Да. Мы бы хотели как-то вот удостовериться в талантливости его произведений. Да, могу продемонстрировать. Пример. К примеру, пару стихов я специально принес, а на память, может быть, мне сложно будет сказать, но его стихотворение – это уникальная вещь. Да. Я его посмотрю где-нибудь. А что же заранее не сказал? Ну, посмотрю, да. Так. Акмичун называется. Это в 17-м году он опубликовал. Ну, сейчас мы начнем, потом дальше. Да, ничего. Нет у него стихотворений, которые бы мне не нравились. Кстати, вот, как и некоторые другие наши поэты, в том числе Амди Гирайбай, они восприняли вначале советскую власть как то, что они ожидали. Вот у него много стихов есть, как богатый угнетает бедных. То есть то было модно тогда говорить об этом. Да. И он об этом писал. И он пишет о том, что вот наконец настали дни, когда вот мы освободились от рабства, от угнетения и так далее. И в конце концов все это привело к тому, что он попал на 25 лет в лагеря. Сейчас я начну с маленького вот его. Вот смотрите, он на старое смотрит с критикой, а на новое уже другими глазами и старое, как ему видится. Nerede kaldı o nizamsız mektepler? Nerede kaldı o vicdansız kotekler? То есть, когда палочная дисциплина существовала в школах. В школах, да. Nerede kaldı o muallim efendi? Baş ucunda elde dayağı bekler. Классно, да? Mektebe çok varır isen fitneci. Yani mektepke çok katnasan fitnecisin. Elle yazı yazar isen etneci. O da olmuyor. Çok zamanlar ne okuduk ne yazdık. Şimdi bakayık biz ne olduk? Nice olduk? Eşittirdik ak sakallı kartlardan. Oku nedir, yazı nedir bilmedik. Çok zamanlar yeryüzünde yaşadık. Yine yakşı biz açlıktan ölmedik. Diler kartlar. Oğulların sitatı edi. Yine yakşı biz açlıktan ölmedik. Lakin ne horluklar kaldı görmedik diye. Yani Şevki Bekture. То есть гениальные вещи, и причем и в смысле художественности, в смысле языка и так далее. Хотя он был и учился в Турции, видите как, у него сохранился язык родной, крымско-татарский. Я сейчас еще одно... Ну, такая диалективная форма. Да, такая, ну, не один турок так не сможет написать. Храмичун. Ey Yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şimalinin kurdu. Nerede yok mu bugün bir altın ordu? İmdatka hoşsun, isterim kana. Benzetirim seni saçılan aha. Kuturan dalgalı bahri siyaha, Karadeniz. Öksüzsün, esirsin de şimale. İnlersin fakat dinleyen kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlerle saçın ağardı. Mektebini yazıp söyleyen, menkıbeni yazıp, yani tarihin yazıp söyleyen kana. Ey vatan, ey ana, uluhsun uluh. Koşen karaman şehitle dolu. Bilirim sendedir cennetin yolu. Gidip de oğruna can veren kana. Ne kadar güzel felsefi işler yazar Şevki Bekture.
Извиняюсь. Сегодня вот в школьной программе он изучается? Ну, к сожалению, в школьной программе он есть, но если 1 час в неделю проходят и язык, и литературу, то есть если вперемешку, это очень мало, это невероятно мало. И что могут дать? И в университете у нас, между прочим, не очень много часов, чтобы, вот так сказать, литературу нормально представить. Но вот сегодня, может быть, и изменится, но сегодня так. Там я хочу подчеркнуть интересную еще вещь. Вот то, что произошло с ним. По его воспоминаниям, вот когда он пишет из Большой Мурты, он сидел в последнее время в Большой Мурте, на севере где-то там, что отпускали советских граждан из СССР по просьбе родственников и так далее. Но, говорят, не в основном, а 100% эти были социалистический лагерь. То есть куда отпускали? В Польшу, в Чехословакию, куда-то. Вот. Но, говорят, один я, кого отпустили в капиталистическую страну, в Турцию, в 1956 году. Думали, что он уже умирает. Действительно, он был очень болен, стар, кое-как ходил. И вот как бы в 1956 году, в декабре месяце, он вылетел из СССР и приземлился в Стамбуле. И говорят, мне говорили, что его там на руки подняли и несли некоторое время на руках. Да, потому что он не способен был так особенно и ходить. Теперь, пришел в себя через какое-то время. В 1957 году стал выпускать журнал «Крым». Это он же организовал. Потом «Эмель» стала выходить. Крым был основой «Эмель». Собрал интеллигенцию крымско-татарскую там. Начал писать воспоминания и так далее. То есть ожил, опять творческий дух в нем не пропал. То есть. И вот в конце концов, в 61 декабре, когда он скончался, его дочь собрала его воспоминания и стала издавать книгу. И эта книга названа им самим «Волга течет кровью». То есть он описывал эти муки советских граждан под этой репрессиями и так далее. И я обращаю ваше внимание, эта книга переиздавалась десятки раз, большим тиражом, и никогда в магазинах не оставалась. Вот у меня есть книга шестое издание, 64 год. Что интересно, вот, то есть это была очень такая серьезная книга, воспоминания. И еще вот лично мне интересно, то ли он записывал, когда находился в тюрьме, его перевозили же из лагеря в лагерь, это он начал, допустим... Пересыльные пункты, да. Понятно, да. И получается... Скучать не давали. И получается в этой книге, воспоминаниях, день, число, час, когда что происходило, какие были допросы. Настолько все описано, я про себя думаю, неужели у него были какие-то вот записи, или он потом это все вспоминал. Похоже, что были какие-то записи, потому что целый том, так сказать, запомнить это невозможно. Возможно, он записывал. И он описывает там, интересно, интеллигенцию, которая тоже вот сидела, отсиживала вместе с ним. Очень хорошо к нему относились, как к творческому человеку. Видимо, он себя и так и проявил. Все-таки он же много лет работал преподавателем и руководителем в техникуме и так далее. То есть вот такая яркая личность. А вот, кстати, вот исходя из того, что ты директор научно-исследовательского института крымско-татарского языка, истории и культуры этносов Крыма, да? Да. Вот не грех бы и издать его, да, вот в рамках вашего института. Вот, да. Хотя бы небольшой какой-то там томик. К сожалению, есть одно «но». Да. Не только по отношению к нему, по отношению к многим крымско-татарским писателям. Вот материалы о нем не хранятся в Крыму сегодня. Ну, буквально несколько вещей, которые были изданы в 20-х годах, мы нашли, допустим, в библиотеке бывшей Ленинки, сейчас это называется Центральная библиотека России, или в Национальной библиотеке они, наверное, есть в Питере. В Румынии, в Турции. Да, но сами материалы, его рукописи, и его следственные дела,
и так далее, и так далее. То есть серьезные материалы, на которые можно было бы опираться и издать томик академический. Кстати, я не раз обращался уже в Туркмению к знакомым ученым и так далее, но не можем добиться. Не можем добиться отсюда командировки. Пока. Пока, да, пока, да, ну, не пока. Пусть будет пока, да. Да, дай бог, чтобы было пока. Что завтра мы сможем. Нету, как вот, такой вот системной работы, системной программы какой-то, по которой мы могли бы ездить. Я пример привожу, Решит Бей. Вот в 2003 я был, допустим, работал в Стокгольмском архиве в Швеции. Ну, буквально несколько дней. Это была программа шведская. То есть они финансировали и так далее. Работал в Австрии, в архиве. Тоже была программа австрийская. Работал много в Берлине. Тоже так же. То есть если этих программ нет, то получается, ну, сами мы не можем здесь организовать такую поездку и работу. И этим мы не можем издавать такие томики. Хотя, кстати. Его перевели, кстати. Шейх Бектуре на украинский перевели и издали. На украинский. Да, в 2003, что ли. Прямо перед входом еще на телевидение ты обмолвился, что ты получил сегодня какую-то премию или что-то. Литературную премию. Так, вот как это происходило, где это, за что? Каждый год объявляется в Крыму конкурс рассказов. Конкурс имени Махмуда Кашгари, Махмуда Кашгарского. Вы знаете, это известный деятель XI века. Известен его словарь. И вот получается, на этом конкурсе я занял 2-е место. И сегодня получил премию. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. К сожалению, вот эфирное время бежит быстро. Мы же говорили, что... Мы же только начали. Да, вот только начали. Как так? Эфирное время бежит быстро. Я бы хотел вот, ну, напоследок задать такой вопрос. Насколько яркий интерес проявляет молодежь вот, к творчеству таких вот уже полузабытых, уже прошловековых, да, поэтов-писателей? Да. Проявляется ли такой интерес? Это очень сильно связано, я говорю как педагог, очень сильно связано с педагогом. Если он смог возбудить интерес, привить, возбудить хотя бы, возбудить интерес. Ну, привить это уже чуть подольше надо работать, а возбудить интерес. Естественно, у нас молодежь талантливая, продвинутая, умная. Сейчас много есть разных, так сказать, технических возможностей. Допустим, если бы у меня в руках были эти материалы, я бы их мог по мультимедиа аккуратно представлять, его и жизнь, и деятельность, и так далее. Ведь материалы многие хранятся все-таки, просто надо находить их. Вот недавно я издал монографию по нашим старым словарям крымско-татарского языка до революционного периода, и начал со словаря Кодекс Куманикус, который был написан в Крыму в 1292 году итальянцами в Кефе. И получается, начиная с этого словаря, еще 12 словарей дореволюционных я проанализировал, издал монографию. И я что хочу сказать, что эти материалы хранятся. То есть, если кому надо, они могут найти и в интернете, и в библиотеках, и в архивах, и анализировать. Ну, нужна квалификация хорошая, чтобы эти... Конечно. Да. Для того, чтобы читать эти труды, нужна, скажем, какая-то подготовка. Обязательно, обязательно, да. Итак, время закончилось, кофе мы попили. С наградой тебя поздравили. Да. И я уверен, что ты еще будешь к нам приходить часто в гости, давать очень интересные сведения о наших литераторах, вообще о литературе, о языке, что на сегодня очень ценно для народа. А мне остается только добавить, что наша передача вот уже подошла к концу, и сегодня у нас в гостях был доктор филологических наук, директор научно-исследовательского института крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Исмаил Керимов. Большое тебе спасибо. Салам. Дай Бог здоровья. Будем ждать. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.